Доброе утро, дорогая республика! Удачной недели хочу пожелать, чтобы дни пролетели, было время мечтать, чтобы планы сбывались и все удалось, задачи решались и славно жилось. Вот с этих прекрасных строк начинаем день 17 ноября, который на календаре, на секундочку, при этом день недели понедельник. А значит, начинаем и новую неделю, и все эти 5 дней будем вместе с вами встречать утро. В множественном числе мы, Дарья Анкехова, Павел Танин и, конечно же, самая утренняя, самая семейная, самая уютная программа на телеканале «Якутия-24» «Утро Якутии». Ну и помимо нас с вами, конечно же, в этом эфире принимает участие вся наша большая съемочная бригада, которая ежедневно, практически, я бы сказала, 24/7 готовит эфир, то есть готовит материалы. Ну и, собственно, поэтому мы призываем вас всегда просыпаться именно с телеканалом «Якутия-24». Да, ну а пока мы все спали, эксперты назвали способы подготовки домашних животных к зиме. Речь в первую очередь, конечно, о питомцах, которым необходимы прогулки на свежем воздухе. Ну, как правило, это, конечно же, собаки. Чтобы защитить питомца от обморожения, следует заранее озаботиться покупкой одного или нескольких комплектов одежды. Особенно это касается собак небольшого размера, короткошерстных или практически лысых пород, щенков и пожилых питомцев. Они хуже переносят морозы. Эксперт также рекомендовал перенести прогулки с раннего утра и позднего вечера на дневные часы, когда температура не столь низкая. Если такой возможности нет, лучше делать их менее долгими, но более интенсивными, чтобы питомец был в постоянном движении. А чтобы собака меньше мерзла, среди прочего, ее следует регулярно вычесывать. Это даст образоваться подшерстку, который будет согревать питомца. В то же время животное не стоит слишком часто мыть, иначе кожа и шерсть могут стать менее устойчивыми к холодам. Вот другая рекомендация касается уже питания. В холодное время года животные расходуют больше энергии на поддержание подходящей температуры тела. У активных питомцев, проводящих много времени на улице, рацион можно сделать немного калорийнее. В частности, увеличить долю белков и жиров. Но делать это стоит постепенно, предварительно проконсультировавшись с ветеринаром. Ну а малоподвижным питомцам, наоборот, перекорм грозит набором веса, поэтому размер порции лучше не менять. Ну, ты знаешь, в принципе, все как у людей, плюс-минус. Абсолютно, да. Потеплее одежду, Да, двигайся больше. Двигайся больше и не гуляй рано утром, поздно вечером, гуляй днем. Да, когда хотя бы какой-то ультрафиолет есть. Все верно. Ну, опять же, да, в наших условиях, когда световой день, а сейчас вот сегодня он буквально, даже посмотрим, 6 часов 55 минут светового дня. Ну, немножко, конечно, у нас должны быть, может быть, и другие, более уточненные рекомендации, потому что наша зима, она, отличается от общепринятой в России, или как, если можно так выразиться. Ну, раз уж мы уже заговорили про погоду, давайте же узнаем, какая она у нас сейчас за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 39 градусов. В Заречной группе 32-42 ниже 0. В южных 18-24 со знаком минус. В Вилюйской группе 13-16 градусов мороза. В Нижнеленских 25-30, в западных 12-14 со знаком минус. В Колыман-Дигирской группе улусов 20-34 градуса мороза. В Янских до минус 40. На северо-западе 15-30 со знаком минус. Ну а в Якутске тем временем температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 35 градусов. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 26. Ну вот ты знаешь, я как-то не заметила эти почти 30 градусов, потому что действительно очень мало времени провожу на улице. А надо бы, наверное, периодически выходить, чтобы хотя бы немножечко быть ориентированным. Ну или хотя бы, если мы вернемся к истории про животных, которых мы готовим к зиме, чтобы была возможность больше кушать, соответственно, сказали, что малоподвижным животным надо меньше, да, калорий, чтобы они немножко все у них было Набирали хорошо. вес, да. Поэтому, да. Это, кстати, вот опасность в части фигуры, вот на самом деле наблюдение такое, что зимой-то мы стараемся меньше двигаться, а при этом рацион наш не меняется. Это вот очень сказывается на фигуре, мы потом все это в спортзалах начинаем вымещать, чтобы вернуться. А вот все
Все в рекомендациях для животных, казалось бы, они применительны и к нам. То есть ты говорила, что все как у людей, а тут получается, что Всё как у животных и да. к нам применяется. Поэтому, да, берите на заметку. Совсем скоро, кстати, про животных еще мы немножко поговорим. Помимо этого, говоря про холодное время года, узнаем о чрезвычайных ситуациях, которые могут в это время года произойти, что с ними делать, как с ним бороться. Но это все буквально через несколько минут. Ну а пока давайте узнаем о последних событиях, о которых нам расскажут наши коллеги из информационной службы. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Правительство выделит более 1 миллиарда рублей, чтобы сделать авиабилеты дешевле для определенных категорий граждан. Государство направит эти деньги на поддержку авиаперевозок по 82 маршрутам, особенно из дальних и труднодоступных мест, в том числе с Дальнего Востока. Деньги пойдут авиакомпаниям, которые с 1 октября 2024 года по 31 июля 2025 года перевозили по льготным тарифам не менее 169 тысяч пассажиров. В России захотели создать реестр холостяков. С идеей выступили православные активисты. Общественники уверены, что реестр одиноких мужчин поможет быстрому образованию семей и повышению рождаемости. При этом активисты считают важным, чтобы в холостую базу кандидаты попадали на добровольной основе. Общественники отметили, что созданием реестра должны заняться специалисты в области семейного права. Ну а пока такая технология еще в разработке, однако в приложении МАКС теперь можно подтвердить статус многодетной семьи, что позволит посещать культурные и спортивные объекты бесплатно или со скидкой. Для подтверждения статуса необходимо перейти в свой профиль в приложении и открыть вкладку «Цифровой ID», выбрать кнопку «Подтвердить статус многодетного», показать экран с фотографией, наложенным QR-кодом проверяющему. Для использования сервиса родителю необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуги и цифровой ID в приложении МАКС. Настроить цифровой идентификатор можно с помощью биометрического загранпаспорта или водительского удостоверения. Никакие персональные данные недоступны проверяющему лицу. То есть при предъявлении QR-кода в мессенджере МАКС, например, сотруднику учреждений культуры или спорта для получения скидок и льгот при посещении учреждений, персональные данные недоступны проверяющему лицу. То есть для него будет понятно только то, что статус многодетной семьи подтвержден. Усть-Алданцы активно запаслись натуральной продукцией на ярмарке «Забой». Традиционная ярмарка собрала более 40 частных и кооперативно-фермерских хозяйств. Несмотря на холодный день, покупателей оказалось больше, чем продавцов. Продажа велась в 2 местах. На улице продавали тушами мясо крупного рогатого скота и жеребятины. Также на местах работала и распиловка мяса. А в Дворце культуры продавали полуфабрикаты, лесные ягоды и молочные продукты. Ежегодно люди скапливаются для этого. Это народное гуляние. Ежегодно мы сделаем еще хорошо. Сейчас по месту еще определимся. На следующий год мы уже на большом объеме будем работать. С утра, уж тем более в понедельник, проснуться рано и при этом быть еще бодрым – самый настоящий подвиг, согласны? Медики из Англии рассказали, как побороть бессонницу. Они считают, что людям нужно перестать использовать лайфхаки, а также стараться побыстрее заснуть. Выяснилось, что чем сильнее человек старается, тем больше возбуждается нервная система. Эксперты советуют в течение недели ложиться спать на 2 часа позже и вставать на 2 часа раньше, чтобы перезагрузить режим сна. Ну а теперь давайте поговорим о, так сказать, знаковых датах и событиях этого дня. Сегодня 17 ноября, и в этот день в Италии отмечают весьма необычный праздник – День черных котов. И известно, что у многих народов черные коты считаются символом несчастья. Ежегодно в мире гибнет и пропадает, вероятно, не без помощи недоброжелателей, несколько десятков, а то и сотен тысяч черных котов. В одном лишь Риме их хозяева ежегодно теряют 15 тысяч черных кошек. И собрав статистику по невезучим животным, так называемым, итальянские активисты из Ассоциации по защите окружающей среды и животных и взялись решать проблему
истребления в полном в прямом смысле этого слова черных котов. Впрочем, в некоторых странах мира черные кошки вовсе не нуждаются в помощи. Например, в Великобритании предрассудки относительно этих животных носят исключительно позитивный характер. Так, например, в некоторых районах Англии верят, что хозяйка черного кота никогда не останется без поклонников. А в Шотландии полагают, что кошка цвета ночи приносит в дом богатство. Не обижают черных кошек и моряки. Они уверены, что корабельный или домашний кот такого окраса сулит удачу в плавании. Ну вот я, кстати, отношусь, наверное, к тому числу людей, которые считают, что, наоборот, черная кошка — это даже очень так мило, необычно. И все вот эти предрассудки по поводу «черный кот к беде» — это вовсе не так. И, наоборот, к ним какое-то определенное внимание у меня, по крайней мере. Вообще все вот эти приметы и прочие вещи, они, вот если покопаться, прям поизучать, берут свое начало с какой-то там практического какого-то применения, возможно, и так далее, из глубокой древности. Поэтому сегодня, может быть, они не работают. Что касается моего отношения к черным котам, я стараюсь сам перейти ему дорогу. И вот мне интересно, есть ли у черных котов, наоборот, такое, чтобы мне человек дорогу перешел, будет ли у него несчастье или, наоборот, счастье. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы все хорошо было. Да. Ну, и если вы вдруг у вас есть такой замечательный питомец, как черный кот, то сегодня как минимум угостить его каким-нибудь лакомством, потому что сегодня его праздник день. у него, да? Хоть и в Италии, ну... Почему бы не у нас? Почему? Может быть, для кошек весь мир не делится на какие-то границы, и весь мир, и есть весь мир. Вообще кошки, кстати, они... Человек это не понимает, что он человек, а думает, что это какой-то большой котенок, и причем, ну, откровенно скажем, по мнению кошек, мы какие-то бестолковые котята, потому что мы вечно куда-то уходим, в зубах не приносим добычу обратно домой. И зачем мы есть, почему мы, кто, и вот... Кошки странно к нам относятся. Ну, собственно, пока мы с Пашей рассуждаем на такую довольно сложную тему с утра пораньше, мы предлагаем вам ознакомиться с какими еще датами и событиями отмечен этот день в календаре. На календаре 17 ноября. Сегодня отмечают Международный день студентов, День недоношенных детей. По народному календарю «Ерема, сиди дома». На Руси считали, что в этот день непременно нужно оставаться дома. В противном случае можно было столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности. Этот день в истории – 1558 год. На английский престол взошла последняя королева из династии Тюдоров – Елизавета I. 1757 год. В Петербурге учреждена Академия художеств. Сегодня Российская Академия художеств. 1869 год. Суэцкий канал открыт для судоходства. 1948 год. В Санкт-Петербурге поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора». В этот день родились 1901-1968. Иван Пыреев, советский кинорежиссер и сценарист, народный артист СССР. 1906-1991 годы. Саитиро Хонда, японский конструктор и изобретатель, бизнесмен, основатель компании Honda. В 1942 году родился Мартин Скорсезе, американский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист, лауреат премии «Оскар». В 1966 году родилась Софи Марсо, французская киноактриса и режиссер. Именины сегодня у Николая, Ильи, Порфирия, Степана, Ивана, Александра, Евгения. Ну а с наступлением низких температур повышается риск чрезвычайных ситуаций на водоемах. Особенно это касается детей и любителей зимней рыбалки. Многие забывают, что выход на лед водоема – это всегда опасно. Очень важно помнить и соблюдать основные правила поведения на водных объектах, ведь выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности. И сегодня у нас в студии руководитель пресс-службы МЧС России по Республике Саха-Якутия Ксения Рахматуллина. Ксения, доброе утро. Доброе утро. Ну, насколько остро вообще сегодня в Якутии вопрос безопасности на воде в зимний период? Да, может, какая-то краткая статистика есть по событийности? Если мы возьмем последние 3 года, да, мы наблюдаем тенденцию к снижению, конечно, происшествий на водных объектах. Это 23-й год у нас было снижение на 11%, в 24-м году на 4%, в 22-м на 6%. То есть в целом 3 года мы идем стабильно на снижение. Этого удалось добиться, естественно, благодаря совместной работе с сотрудниками ГИБДД, с административными комиссиями муниципальных районов и городских округов, регулярные рейдовые мероприятия, профилактические мероприятия с населением, ведь большую часть наших нарушителей все-таки составляет контингент взрослого поколения, а не детского.
Вот, сразу переходим к следующему вопросу. У меня как раз так в голове сразу интересно, а кто больше всего нарушает на лед? Кто выходят? Дети, пожилые люди, да, ну это рыбаки, да, или все-таки любители покататься? Все рыбаки Да. пожилые, что ли? На автотранспорте. Нормально определила. Водители нарушают, может быть, еще, да? Да, в большей степени у нас, когда как раз-таки происходит становление льда, до открытия ледовых переправ, ну как, река — это же у нас не только водная артерия, да, это и транспортная доступность. К сожалению, многие водители на несанкционированных местах начинают объездными путями пересекать водную преграду. Здесь стоит напомнить, что если даже вы наблюдаете, что лед темный, он прочный, это не является гарантией того, что его толщина на всем маршруте вашего передвижения будет безопасной. Ведь самые опасные участки у нас это как раз-таки все повороты русел, где травянистая местность, где ямы вот у нас. То есть, ну, замерзает, сами, наверное, наблюдали, у нас все-таки Лена широкая, быстротечная, течение очень сильное, и поэтому вот в местах, где наиболее углубленные участки, там, естественно, течение быстрее проходит, лед медленнее замерзает. То есть и образуется вот такая своеобразная полынья и представляет опасность, естественно, для автовладельцев. То есть надеяться на вот эту визуальную какую-то характеристику темный лед, значит, толсто нельзя. Нет, нельзя. Тем более, если вы видите, что лед, наоборот, светлый, имеет какие-то завоздушенности, это вот самый опасный лед. Это, опять же, сейчас больше все-таки в первую очередь говорим про Лену саму. Ну, В основном. в основном, да. Но в части равномерности замерзания, потому что, допустим, ну вот водоемы городские, да, озера, на них тоже люди нет выходят, и они все-таки равномернее замерзают, там нет течения. Есть ли какие-то ориентиры, ну, мало ли что у человека в жизни происходит, и вот прям нужно очень сократить путь. Бывают экстренные ситуации. Есть ли какие-то визуальные, может быть, ориентиры, какие-то невизуальные, может ориентироваться там по среднесуточной температуре, чтобы понять, что там лед выдержит человека или там группу людей, например? Ну, в среднем вообще считается безопасной толщиной льда для человека. Она начинается от 7 сантиметров. Ну а как же Мы это берем можем увидеть? запас на 10 сантиметров, то есть по своим требованиям, потому что как раз-таки 10 сантиметров это уже гарантированная толщина, что на всем участке передвижения, да, для человека это будет наиболее безопасно. Ну, в первую очередь, если это рыбак, да, если он вышел, что он может сделать? Он может сделать сам лунку и сделать замер, то есть толщины льда. Человек, да, конечно, он в первую очередь будет ориентироваться на цвет льда, то есть протоптана ли дорожка, да, нет ли никаких-то углублений. Здесь вот нужно быть очень внимательным, потому что даже однажды я сама в командировке, ну, там, правда, на автотранспорте мы попали, не заметили, что был провал под лед, никто предыдущий водитель не выставил, то есть и мы в эту же полынью не Влетели, застывшую влетели, да. Поэтому нужно быть очень внимательным, наблюдать за тем, если слышится какой-то звук, естественно, хрустящий, вот, трескающийся, нужно медленно отходить назад, вот, либо отходить от этого участка, искать более безопасный. Вот мы стали уже говорить про практические инструкции, да, если же все-таки мы понимаем, что что-то происходит рядом, и вот-вот наступит, не дай бог, какая-то трагедия, да. Соответственно, вот вы сказали, нужно медленно отходить, да. Если все-таки мы на автотранспорте, вот вы вспомните, да, свою историю, попали, вот, допустим, в какую-то, ну, в ту же лунку, да, после рыбака условно, да, что нужно делать? Если на автотранспорте, естественно, это всеми возможными способами, как можно скорее покинуть автомобиль. Вот. Запас времени всегда есть, машина резко под воду, естественно, не уходит. Главное не растеряться, не паниковать и выскочить из машины. Не нужно, забываем обо всех вещах, документах, вообще Жизнь обо дороже. всем. Жизнь дороже, да, естественно. Если есть с собой дети, либо пожилые люди, помочь им, естественно, выбраться. Но, к сожалению, если вы оказались уже в воде, здесь в первую очередь нужно держать голову наверху, то есть не позволять переохлаждаться. Потому что теплопотеря у нас в большинстве случаев идет как раз-таки от где вот шейные позвонки идут, вот с этого массива, то есть в мозг поступают сигналы. Расставить руки в сторону, опять-таки не паниковать и не пытаться ни в коем случае всем весом сразу На лед. забраться на лед, да. Нужно расставить руки, сначала поднять одну ногу и перекрутом корпуса поднять уже вторую и катиться, не подниматься сразу. Если есть еще люди, которым нужно оказать помощь,
Нужно отползти, если на себе есть какая-то одежда, шарф, ремень, все что угодно, то есть подать, потому что велика вероятность, если вы будете оказывать помощь другому человеку, находясь на этой кромке, вы опять провалитесь. А что делать, если человек стал свидетелем, то есть ну, не там принимает участие, а вот идешь вдоль условной набережной какой-то, на озере кто-то провалился, что действия человека какие? Ну, в первую очередь нужно будет позвонить по номеру телефона 112, сообщить экстренным службам, просмотреть безопасный участок для себя, то есть в любом случае, оказывая помощь, нужно помнить, что не подвергнуть себя риску. Подходить не нужно, нужно подползать, вот, постепенно, легко, потому что вес вашего тела будет распределяться на большую площадь и меньше вероятности того, что лед под вами провалится. К самой кромке опять-таки не нужно подползать, бросить палку, доску, ремень, шарф, любой предмет, то есть на расстоянии, и, конечно, кричать человеку, то есть ему это еще тоже моральных сил придаст, чтобы он цеплялся, и потихоньку его вытягивать и отползать вместе с ним. Вставать на лед, то есть бежать ни в коем случае. Нужно действовать уже, когда человека достали, медленно. Конечно, когда уже человек наружу, нужно снять эту одежду, обтереть. Если есть возможность, конечно, надеть сухую. Как правило, таких идеальных ситуаций не бывает. Вот. Основную мокроту нужно снять с воды. И да, к сожалению, придется дальше опять эту мокрую одежду надеть. Но дожидаемся экстренных служб, медики уже далее проведут все мероприятия. Ну, вернемся вновь к любителям подледной рыбалки, потому что действительно сейчас такое время, когда вот не совсем минусовая температура, да, но уже не сидится им дома и прям хочется поймать свой трофей, да. Вот что могут взять рыбаки с собой, чтобы, допустим, если вдруг что-то произойдет, они могли сами себе помочь, вот в частности, чрезвычайной ситуации на льду? В частности, это, естественно, предметы какие-то, удлиненные, то есть это веревка. У нас есть вот конец Александрова, который мы активно используем, да, как один из способов спасения. То есть это фиксация себя на какой-то определенный участок местности. В целом, то есть это меньше грузной одежды. Чем больше одежды на человеке, тем, когда мы попадаем под воду, то есть это опаснее. То есть вода быстро проникает, вот, и, соответственно, утяжеляет для человека. В частности, очень многие, то есть, также дают советы, если вы попадаете под воду, нужно скидывать с себя всю массивную одежду. Рыбаки у нас утепляются очень интенсивно, вот, потому что весь день проводят на улице. Поэтому меньше одежды, закупиться какой-то... сейчас много разных марок, более легких материалов, завоздушенных. Не надо надевать для тулупы, да, ватные вот эти. Не надевайте ватные тулупы, да, как минимум. Ну, а вообще, Ксения, наш регион, он, конечно, особенный, да, и есть ли у нас какие-то специфические риски, которых нет в других регионах? Наши основные риски, естественно, если это мы про зимний период, это ледовые переправы, о них мы уже вначале проговорили. В целом у нас планируется работа 47 ледовых переправ. Сейчас открыто 5, это в Жиганском, Оленёкском, Верхневилюйском районе, также Амгинский и Момский районы недавно открыли эти переправы. Это наша артерия, это постоянная перевозка. К сожалению, граждане, попадающие из центральной России, да, к нам, в частности, это дальнобойщики, они не всегда следуют нашим правилам, да, жизни в нашем регионе, не соблюдают тоннаж и зачастую не пользуются санкционированными ледовыми переправами. Большая часть всех происшествий и как раз-таки провала вот этих тяжелотонников происходит с гражданами, которые осуществляют перевозки из других регионов. Да, поэтому мы активно ведем работу с нашими соседями, просим их информировать, что в Якутии есть своя специфика, свои особенности. К счастью, да, наблюдаем, конечно, положительную тенденцию, но ежегодно мы сталкиваемся с провалом, да, тяжелой техники, подлет. И лишний раз напоминаем, что МЧС России не вызволяет технику из ледового плена. Мы занимаемся только спасением людей. Да, Поэтому все имущество остается уже на водителе, который допустил данное нарушение. Поэтому не надо рисковать, лучше переждать, подождать, подсчитать, собственно, перед тем, как выезжаешь, да? Или послушать, посмотреть наш эфир, потому что, завершая нашу беседу, хочется спросить все-таки еще раз, да, в оконцовке, все-таки какие советы дали бы нашим зрителям, которые, так, по тем или иным причинам планируют выходить на лед?
В первую очередь это, конечно, ориентироваться на температуру. У нас везде размещена информация по толщине льда, где есть ледовые переправы, где допускается в нынешних реалиях, то есть воспользоваться информационными сервисами, подготовить себя, то есть в качестве одежды, в качестве продуктов, быть обеспеченным сотовой связью, да, либо радиосвязью, в зависимости от того, какое направление человек выберет, и, естественно, знать единый номер вызова экстренных служб. 112. Конечно. Спасибо большое за полезные советы, за такую очень информацию актуальную на сегодняшний день. И мы, конечно, вновь обращаемся к нашим дорогим телезрителям. Пожалуйста, будьте аккуратнее, внимательнее. Собственно, поговорите на эту тему со своими детишками, со своими близкими, родными, потому что все-таки предупрежден, значит вооружен. Ну и при этом всем хочется добавить, что все-таки мы говорим не только про людей, которые попали в ситуацию, а те, кто могут проходить мимо и заметить. То есть, если есть возможность, конечно, не в угрозу своей жизни, тем не менее, если есть возможность, нужно помочь, потому что ситуация провала под лед это страшно и сулит очень серьезными последствиями. Да. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Ну и напоминаем о том, что сегодня понедельник. И всем, наверное, знакомо такое выражение, что понедельник день тяжелый. Ну а что каждый сделал для того, чтобы он был легким и радостным? Есть, например, привычки, которые способны заменить этот стереотип, например, зарядка. Да, утренние упражнения, они приводят в тонус мышц тела, улучшают координацию движений и работу вестибулярного аппарата. Но самое главное, за что и стоит полюбить утреннюю зарядку, это, конечно, способность поднимать настроение и дарить позитивные эмоции. А все благодаря повышению в крови уровня гормонов радости и счастья, серотонина и эндорфина. Всем доброе утро! Сегодня мы сделаем легкий комплекс для спины. И сегодня из атрибутов нам понадобится два простых мячика. Их можно взять теннисные мячики простые или взять у детей из игрушек, а также ремешок, который можно заменить любым ремешком из гардероба. Ложимся мы с вами на спину. Вытягиваем полностью нашу левую и правую ножку. На правую ножку прямо по центру стопы накидываем ремешок. И пока вытягиваем, полностью укладываем ногу. Делаем предварительно хороший вдох. С выдохом подтягиваем правую ногу вверх, пальцы ног на себя. И делаем небольшие такие движения вперед-назад, вдох-выдох, притягивая плечи и лопатки к полу. Дышим глубоко и свободно. Не напрягаем живот и не напрягаем лицо. Вдох, выдох. То же самое делаем с другой ногой. Правую ножку опускаем, на левую накидываем ремешок, подтягиваем левую ножку вверх, дышим глубоко и легко, вдох, не напрягаем живот, выдох. И делаем так примерно еще секунд 5-6, вдох, выдох. Колено смотрит прямо, пальцы ног на себя, вдох. И выдох. Опускаем ноги. Хорошо. В этом упражнении у нас хорошо вытягивается спина, полностью каждый позвонок. Берем наши два мячика, укладываем их между лопаток и позвоночником. Облокачиваемся на них, ложимся, ручки в стороны. Здесь стараемся приятно почувствовать комфорт, приятные ощущения. И полежать здесь несколько секунд. Секунд 10-15 достаточно. Посмотрите за своими ощущениями, а также регулируйте силу надавливания и положение мячей. Можно их поднимать вдоль позвоночника вверх и опускать их вниз. Самое главное не давить на позвоночник, а между позвоночником и лопатками в этом положении. И продышиваемся вдох и выдох. Глубоко и свободно. Это упражнение заменит вам шавасану, то есть отдых после зарядки. И еще одно замечательное месторасположение мячей находится у нас уже ближе к нашей шее. Укладываем их в районе, где находится так называемая холка. Укладываем мячики прямо в мышцы, чтобы они держались в нашей шее.
И здесь комфортно тоже их укладывая, ложимся. И в этом положении расслабляемся. Также можно подключать повороты головы в правую и в левую сторону. Вы почувствуете, как расслабляются мышцы шеи, как вы делаете себе самомассаж. На этом наша с вами утренняя зарядка подходит к концу. Будьте здоровы и счастливы. До следующей встречи. Вот уж кто точно делает зарядку ежедневно, так это пожарные. Действительно, в большинстве подразделений это прописано в распорядке дня. Служба пожарного достаточно напряжена, и его деятельность расписана строго по утвержденному распорядку дня, который соблюдается во всех пожарных подразделениях, но может немного отличаться в зависимости от региона, в котором дислоцируются пожарные части. И вот в одной из пожарных частей Якутска побывала наша коллега. Всего минута дается на обработку сообщения о пожаре. Именно диспетчер играет огромную роль в спасении. Нередко это девушки, от решительных действий которых зависит, как быстро огнеборцы прибудут по вызову. Сегодня на смене Елена Давлетбаева. В службе уже 18-й год. Это у нас сердце. Сюда приходят все вызова о пожарах, о ЧС. Мы принимаем вызов, обрабатываем и отправляем подразделения на пожары, на аварии. Нам дается очень маленькое время. Звонок, по первому звонку мы должны поднять трубку, уточнить всю информацию, которая должна помочь в направлении машин, уточнить заезды, уточнить, что горит, если там люди. Дается минута. И сразу же в этот же момент мы нажимаем на сирену и отправляем пожарные машины. Рабочий день пожарного длится 24 часа по графику, сутки через трое. Каждый день в 8 утра происходит смена караулов. Распорядок дня четко расписан. Развод, практические занятия, спорт, обед, снова занятия. Пожарные здесь как одна большая семья. Количество вызовов зависит от времени года. Самые пожароопасные месяцы – май и июнь. Зимой чаще горят гаражи, замыкает проводки. В первую очередь, все равно, когда выезжаешь с гаража на пожар, думаешь, ну, хоть бы был маленький пожар, чтобы небольшой такой. У меня всплывает сразу первый пожар мой. Первый самый. Ну, самый большой первый пожар. Это когда горел автосервис. Ну, там сильно поработали с утра до вечера. Вот сильно, это сложно было. Заступающие на дежурство тщательно проверяют всю технику. Машины должны быть полностью укомплектованы и готовы к срочному выезду. За это отвечает командир отделения. При сдаче приемки дежурства мы прям досконально проверяем все пожарно-техническое вооружение, все, что у нас есть, все, что находится на автомобиле, мы все проверяем на его наличие, исправность, ну, все, что можно заводиться, заводим, все, что, ну, в общем, все, что... Да, в общем, все проверяем пожарно-техническое вооружение. На памяти любого сотрудника МЧС всплывают моменты с пожарами, связанные с детьми. К сожалению, главной причиной пожаров от детской шалости практически во всех случаях служит оставление без присмотра взрослых. Поступил вызов на многоэтажный жилой дом, находящийся по адресу Лермонтова. И со слов соседей, дети просили помощи. Значит, несколько было детей там и говорили, что у них пожар. Вот, мы прибыли к месту вызова, значит, я через балкон позвал детей, там были застекленные балконы, но можно было с ними пообщаться. Да, в общем, они кричали, сказали, у нас пожар, спасите, помогите. Ну все, мы, в общем-то, быстро вскрыли дверь. Вскрыв эту дверь, к счастью, все обернулось хорошо, дети были живы, целы, ничего им в целом не угрожало. Просто вот человеческая халатность, которая заключалась в том, что родители оставили их без присмотра. Там на плите находилась посуда пластиковая, и они игрались с плиткой, и вот, получается, чуть-чуть ее подплавили, пошел дым, и дети испугались. Вот, в целом все обошлось благополучно, но это оставило в памяти хороший отпечаток. Есть у пожарных и профессиональные суеверия и традиции. Например, не надевать на смену белые и серые носки, чистить обувь, не протирать маяки. У нас своя есть, например, новую боевку, если вот одежду, боевую одежду одел, типа пожар будет. На смене зашиваться нельзя, тоже это может, если зашился, может произойти пожар. Ну, на пенсию провожаешь, машину выгоняешь, там, водой обливаешь.
если на пенсию уходит кто-то. обязательно, да? Это обязательно. Пожарный – одна из тех профессий, которая, начиная с детских лет, вызывает большое уважение и заслуженное почтение. И это неудивительно, ведь в современном мире пожарный – это профессия опасная и требует большого чувства ответственности и благородства. Сегодня сотрудники этой доблестной профессии круглосуточно стоят на страже борьбы с огнем в режиме боевой готовности, без права на ошибку. Катерина Винокурова, Владимир Павлов, Якутск. А ведь действительно, пока пожарные не спят, мы с вами можем спать спокойно. Вот, но в современном мире опасность подстерегает нас везде. Каждый день мы слышим по радио, телевидению, читаем в газетах или в интернете об авариях и трагедиях, стихийных бедствиях и криминальных происшествиях, привлекших за собой человеческие жертвы и огромный материальный ущерб. Одни из таких проблем – это, конечно же, мошенники, активно, которые осваивают сегодня новые изощренные схемы обмана, играя на самых светлых чувствах граждан, на сострадании, доверии и страхе за близких. Пожалуйста, будьте внимательны. Молодую девушку мошенники заставили ходить по банкоматам, снимать деньги и отправлять неизвестным лицам. Несмотря на предупредительные надписи, она сделала все именно так, как ей сказали. Он сказал, что для того, чтобы получить посылку, я должна продиктовать код. А код пришел не от госуслуг, а от номера с названием, поэтому я даже не сомневалась и продиктовала. А потом мне пришло смс-сообщение о том, что в мой аккаунт выполнил вход с нового устройства, и что если это не я, то срочно перезвонить в техподдержку. Там взяла женщина, посочувствовала мне, все так реалистично, и сказала, что мне позвонят с Росфинмониторинга. Позвонил мужчина, сказал, что от моего имени ушло много заявок на кредиты, и чтобы их отменить, мне надо взять другие и отправить на безопасный счет. А на самом деле мои госуслуги даже не были взломаны, оказывается. Во избежание подобных ситуаций необходимо запомнить одно простое правило – никому никогда не диктовать СМС-коды. А если все же продиктовали, то не верьте сообщениям о том, что ваш аккаунт на портале госуслуг взломан. Зайдите в него и проверьте это сами. В случае, если доступ действительно утерян, обратитесь в МФЦ. В России для борьбы с телефонным мошенничеством стали ограничивать число сим-карт, которые может купить один абонент. Официальная причина – борьба с серыми номерами, через которые действуют мошенники. Но, по сути, это полный учет, где каждая активная сим-карта должна иметь своего подтвержденного владельца. Подробнее об этом расскажет наш юрист. Здравствуйте! С 1 ноября текущего года начал действовать новый закон, согласно которому операторы связи начнут блокировать лишние номера, как личные, так и корпоративные. Разбираемся, где узнать количество своих сим-карт, как отказаться от ненужных и избежать блокировки. Почему теперь нельзя иметь более 20 сим-карт? Все дело в противодействии нелегальной продаже сим-карт и телефонному мошенничеству. Преступники могут оформлять серые номера на подставных лиц или других граждан, которые могут даже не знать об этом. Кого коснется чистка сим-карт? В первую очередь операторы связи будут проверять абонентов, которые заключили договор на оказание услуг связи до 1 апреля текущего года. Как узнать, сколько номеров оформлено на мое имя? Узнать количество зарегистрированных на вас сим-карт можно на портале госуслуги с помощью сервиса сим-карты. Также узнать о своих номерах можно в службе поддержки, в личном кабинете или в офисе вашего оператора. Если вы обнаружили номера, которые вы не оформляли или которые вам больше не нужны, вы можете сами заблокировать их или расторгнуть договор. Учтите, что заблокированный номер все еще будет числиться за вами и входить в лимит по сим-картам. При этом пользоваться этим номером не получится. Если хотите отказаться от номера навсегда, нужно заполнить форму на госуслугах или обратиться к сотовому оператору и заполнить заявление у него. Если не отказаться от ненужных сим-карт, их просто заблокируют. А вот за передачу номеров другим может грозить штраф и даже уголовное наказание. С 1 сентября текущего года вступила в силу новая статья в Уголовный кодекс Российской Федерации «Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требования законодательства Российской Федерации». За данное нарушение могут дать штраф в размере 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. За передачу информации, по которой можно будет зарегистрироваться в интернете, наказание еще жестче. Штраф составит до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.
Если вы хотите уберечь себя от мошенников и регистрации левых номеров на ваше имя, вы можете поставить себе самозапрет на оформление сим-карт. С ним операторы не смогут оформить договор на ваше имя. Поставить самозапрет можно на госуслугах или в МФЦ. Знайте свои права. Обезопасить себя от финансовых потерь иногда поможет и гороскоп. Деньги – это не только цифры на счету, но и умение ими распоряжаться. Кто-то тратит слишком много, кто-то слишком доверяет другим, а кто-то просто не задумывается о будущем. Астрология может объяснить, какие финансовые ошибки чаще всего совершают разные знаки зодиака и что им стоит делать, чтобы не терять деньги впустую. Каждый имеет свои слабые стороны в финансах. Но если знать свои ошибки, можно избежать лишних потерь. Предсказать помогут звезды. Эта неделя для Овнов станет настоящей проверкой на выносливость. У вас будет достаточно силы и идей, чтобы продвигаться вперед, но важно научиться грамотно распределять нагрузку, иначе велик риск выгорания. Старайтесь уделить время не только делам, но и отдыху. У тельцов в деловой сфере возможны конфликты из-за различий во взглядах с коллегами, но ваша спокойная позиция поможет найти компромисс. На здоровье могут повлиять стресс и усталость, поэтому важно не забывать про отдых и правильное питание. Неделя благоприятна для наведения порядка в личном пространстве. Близнецы. Ваше умение быстро ориентироваться в ситуации поможет справиться с неожиданными задачами, а легкость в контактах позволит завести полезные знакомства. Однако старайтесь не обещать больше, чем сможете выполнить. Велика вероятность переоценить свои силы. Для раков неделя будет насыщенной эмоционально. Вы можете столкнуться с необходимостью принимать непростые решения, связанные с работой или семьей. Важно сохранять спокойствие и не позволять эмоциям управлять вами. Будьте осторожнее с займами или кредитами. Львам предстоит неделя, когда ваши лидерские качества будут особенно востребованы. В работе появится возможность проявить инициативу и показать себя с лучшей стороны. Но будьте готовы к тому, что за успех придется побороться. А новые знания и навыки помогут укрепить ваши позиции в будущем. Девам эта неделя принесет потребность в четкости и порядке. Вы почувствуете необходимость систематизировать все вокруг, от рабочих дел до личных отношений. Неделя благоприятна для того, чтобы заняться своим здоровьем. Пересмотрите режим дня и добавьте физическую активность. Весы почувствуют потребность в гармонии и балансе. Ваше умение слушать и дипломатичность помогут сгладить острые углы. Для здоровья важно не только физическое, но и эмоциональное равновесие. Займитесь медитацией или творчеством. Скорпионам предстоит неделя, полная неожиданных событий. Ваше умение глубоко анализировать ситуацию поможет избежать ошибок и даже извлечь выгоду из трудностей. Будьте осторожны с инвестициями и не поддавайтесь азарту. Важно находить время для восстановления и отдыха. Стрельцы почувствуют желание двигаться вперед и открывать новые горизонты. В профессиональной сфере появятся перспективы, которые вдохновят вас на смелые шаги. Неделя благоприятна для обучения, путешествий и саморазвития. Козерогов ожидают важные дела, которые потребуют дисциплины и аккуратности. Не бойтесь брать на себя инициативу, это поможет продвинуться по карьерной лестнице. В личной жизни важно уделить больше внимания близким. Соблюдайте баланс между работой и отдыхом. Водолеям неделя принесет свежие идеи и желание экспериментировать. Ваш нестандартный подход поможет найти решения для самых сложных задач. В профессиональной сфере могут появиться новые проекты, которые будут интересны и перспективны. Рыбы в профессиональной сфере смогут проявить себя в проектах, связанных с творчеством или командной работой. Важно доверять своей интуиции, она поможет выбрать верное направление. Финансовая сфера останется стабильной, но избегайте ненужных расходов. Уделите внимание отдыху и не перегружайте себя. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В Якутске отменили карантин в школах. С возобновлением очного обучения в образовательных учреждениях продолжат проводить ежедневные утренние медосмотры для предотвращения дальнейшего распространения вирусных инфекций. Напомню, что карантин был объявлен с 5 по 15 ноября.
В России придумали универсальную биометрическую платформу. Она получила название МИГом. Оператор единой биометрической системы заявил, что сервис позволит людям пользоваться госуслугами и коммерческими сервисами без документов, только по биометрии. Предполагается, что платформа поможет людям быстрее заселяться в отели, проходить досмотр в аэропорту или садиться на поезд, а также покупать товары 18+. Отмечается, что дизайн МИГом разработала студия Артемия Лебедева. Часть сервисов уже работает, остальные пока проходят тестирование. Полноценный запуск намечен на следующий год. Профессиональное мастерство по эстетической реставрации показали стоматологи на конкурсе в столице республики. Среди критериев оценивания выделяют технику выполнения работы, ее качество и даже выбор пациента. На выполнение задания молодым специалистам дается 1,5 часа. За это время участники должны выполнить анестезию, удаление кариеса, обработку зуба и пломбирование. Конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов проводится Стоматологической ассоциацией республики в 7-й раз, создавая площадку для обмена опытом и отработки навыков. В нашей поликлинике, стоматологической клинике Северо-Восточного федерального университета мы проводим 7-й региональный конкурс для врачей-стоматологов «Лучшая эстетическая реставрация». Этот конкурс направлен на повышение компетенций врачей-стоматологов нашего региона. И, конечно, идет на этой площадке обмен опытом. И в конечном результате это все будет оказывать позитивное действие в оказании стоматологической помощи пациентам. Критерии оценки будут по канонам российских и международных правил по эстетической реставрации. Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии» дал серию концертов в северной столице. Классическую музыку в исполнении именитых якутских музыкантов услышали в Мариинском дворце, клубе «Выборгская сторона» и военно-медицинской академии. Отдельное выступление ансамбль провел в госпитале для раненых военнослужащих и курсантов. Еще одной площадкой, где прозвучало творчество виртуозов, стала Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича. Особенное место – это первая в истории России филармония, основанная в 1921 году. Вечер прошел в рамках абонемента в легком жанре и собрал полный зал ценителей классической музыки. Музыканты сорвали овации. На некоторых произведениях прям слезы наворачивались на глаза, слезы радости, восторга, какого-то невероятного трепета от этого ансамбля. Поэтому огромное спасибо. Мы понимаем, что все-таки такую жемчужину, такой ансамбль нужно холить, лелеять и бережно хранить. Благодарность огромная всем. Зима в России, согласно наиболее вероятному прогнозу, ожидается холоднее, чем в прошлом году. При этом значения столбиков термометров в российских регионах все же будут выше средних значений. Ожидается больше периодов с наступлением оттепелей. Однако одновременно прогнозируются эпизоды с понижением температуры до минус 20 градусов и ниже. По словам синоптиков, вероятность того, что поведение погоды будет схоже с данным сценарием, оценивается в пределах 65-68%. В ближайшие дни в северных районах Якутии температура может опуститься до минус 39-43 градусов, что примерно на 8-13 градусов ниже климатической нормы. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. И мы продолжаем наш утренний эфир. Напоминаем вам о том, что это прямой эфир программы «Утро Якутии». И у нас в студии уже следующие гости. И очень интересная тема для обсуждения. Да, именно. Центр «Мой бизнес» приглашает школьников с 8 по 11 классы принять участие в Республиканской олимпиаде по предпринимательству поколения «Бизнес». Участники смогут проверить свои способности, научиться основам ведения бизнеса и побороться за денежные призы. Подробнее поговорим с нашим утренним гостем Анной Филипповой, начальника отдела образовательной поддержки Центра «Мой бизнес». Доброе утро. Доброе утро. Ну, для начала давайте расскажем немножечко, в принципе, нам и нашим телезрителям о том, что за интересная такая олимпиада, что в ней особенного и какие возможности появятся у старшеклассников.
Да, я бы хотела рассказать немножко историю этой Олимпиады. Эту Олимпиаду мы проводим ежегодно. Центр «Мой бизнес» организует и проводит ее традиционно в конце года, это в декабре. В этот раз у нас есть некоторые особенности. Например, то, что мы в этом году проводим дополнительную секцию для школьников Донецкой Народной Республики. То есть наряду с нашими республиканскими школьниками будет отдельная 4-я секция для школьников ДНР. Это тоже вот такая вот у нас в этом году особенность и новшество. А школьники, я приглашаю, да, еще есть возможность до 19 ноября школьникам подать заявку на участие в этой Олимпиаде. Заявку можно подать по нашему порталу, это moybiznes14.rf, там размещен анонс этого мероприятия, открыть и по синей ссылочке заполнить заявку. После этого школьник получает ссылку на прохождение отборочного тестирования. Пройдя это отборочное тестирование, мы отбираем 45 лучших финалистов, которые будут приглашены на финал 12 декабря. Но до этого времени, с 24 по 28 ноября, у них будет возможность пройти онлайн-обучение для того, чтобы правильно разработать свой бизнес-проект, который они отправят на участие в финал. То есть правильно понимаю, что суть Олимпиады, по сути, заключается в разработке участников, школьниками своих бизнес-планов, проектов, и потом как бы лучшие попадают в финал, и там уже определяется, собственно, победитель. Да, у нас будет 3 секции традиционно. По каждой секции определяется победитель, который будет поощрен денежным призом в размере 50 тысяч рублей на старте развития своего вот этого начального бизнеса. Как здорово, да? Вот я, например, всегда, когда вижу такие проекты, завидую так с хорошей стороны, потому что в наше время таких проектов практически, ну, не практически их не было. А сегодня вот было бы желание, самое главное, да, у старшеклассников. Ну, а вот интересный вопрос сразу возникает. Может ли ребенок, подросток, да, подать заявку в частном порядке, или все-таки должен быть какой-то научный руководитель, то есть, или какая-то команда, может быть, из нескольких человек? Отличный вопрос. Да, школьник может подать совершенно самостоятельно. То есть сижу дома, да, вот, придумал. Да, у него есть бизнес-идея, либо родители ему помогли сформировать эту бизнес-идею, он подает эту заявку, самостоятельно проходит обучение и получает приглашение в случае отбора на финальное участие. Почему бы и нет? Если есть руководитель в школе, у нас, мы знаем, в республике очень хорошо развита сеть школьных бизнес-инкубаторов и других различных подразделений для развития школьного потенциала. Вот, пожалуйста, это прекрасная возможность. Ну вот интересно, да, центр «Мой бизнес», как правило, работает со взрослыми предпринимателями. А в чем вот причина вот этого периодического, скажем так, обращения к школьникам? Первое, что я хочу тогда сказать, да, что по закону подросток с 14 лет может заниматься предпринимательской деятельностью. Он может зарегистрироваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Эта возможность дана нашим государством, и есть, почему бы и нет, реализовать свой потенциал, попробовать себя. То есть мы все-таки тут уже говорим, что мой бизнес — это не про возраст, это про конкретную сферу деятельности человека. Да. Ну и сразу, наверное, следующий вопрос, да, может быть, многие сейчас родители вместе со своими детишками за чашечкой чая обсуждают эту историю, да, и говорят, у тебя же есть идея, да, но как же попасть-то вот в топ тех, кого дальше будут, да, сопровождать и курировать, какие будут задания, соответственно, вот чтобы уже понимали дети, смогут ли они осилить вот этот отборочный тур? Тестирование состоит из 15 вопросов. Вопросы, касаются, конечно же, предпринимательской деятельности. Тест ограничен во времени. Его нужно пройти прямо сейчас. Отложить его невозможно. Поэтому нужно запастись терпением, сконцентрироваться и по возможности ответить правильно. Вопросы не такие уж и сложные, но касаются, конечно же, предпринимательства. Все про экономику, бизнес-проекты, да. Никаких творческих заданий там нет?
Ну, предпринимательство в каком-то роде это уже Конечно, творчество. да. Может быть, вот как раз их бизнес-идея это и будет полем для творчества. И, соответственно, может быть, эту бизнес-идею они не реализуют потом, но, может быть, в конце, после обучения, после получения образования, в начале своей профессиональной деятельности вспомнится, и они воспользуются этими компетенциями, чему мы будем очень рады. Мы уже услышали о том, что главный приз в 3 категориях, да, это грант на развитие своего дела. А помимо этого, да, многие олимпиады, ну, когда, вот если взять там, школьные олимпиады, математики, русский язык и так далее, они предполагают, что победители олимпиады, они получают, ну, какие-то преимущества при поступлении дальше в высшие учебные заведения. А олимпиада поколения бизнес может ли похвастаться тоже вот такой же привилегией? Бонусами, да, бонусом. В данный год этим бонусом является то, что, конечно же, каждый руководитель получит благодарственные письма от организаторов. Школы получат кубки того, что их школьник является победителем и призером, например, этой олимпиады. И в дальнейшем надеемся, что да, действительно, эта олимпиада наша войдет и в перечень всероссийских олимпиад. Она, как лучшая практика, у нас зарегистрирована и вошла в Смартеку ОСИ. Это у нас уже есть. Поэтому регионы могут воспользоваться нашим опытом. Итак, значит, резюмируем, да? Ребенок должен быть с 14 лет, как минимум, да? То есть 8-11 класс, да? Заходим на сайт, заполняем анкету, проходим отборочный тур, придумываем бизнес-проект, защищаем и побеждаем. Да, и побеждаем, да. Все просто. Все просто. Очень просто. Как по нотам расписано. Ну и вообще, какой вы главный совет дали бы ребятам, подрастающему поколению, возможно, родителям, которые вот сидят и сомневаются, возможно, в своих, да, сейчас вот думают, смогу, не смогу, надо, мне это не надо? Я понимаю, что и школы, и школьники в конце года очень сильно загружены. Но несмотря на это, мы считаем, и я сама тоже так же считаю, что предпринимательские компетенции очень полезны для развития личности ребенка. Поэтому даже если не получится победить, бесценный опыт вы обязательно получите. Вот на такой замечательной ноте мы завершаем наш утренний эфир. Напоминаем вам о том, что уже завтра в 7:00 мы снова встретимся с вами на телеканале Якутия-24 НВК Саха. И будет еще много-много позитивных нот. Ну а на сегодняшний день желаем вам только упертости, целеустремленности, и чтобы все, что вы запланировали на сегодня, обязательно получилось. Ну а если вдруг вы пропустили что-то в нашем эфире, вы всегда можете пройти в телеграм-канал и пересмотреть наш эфир. До новых встреч, всего доброго, увидимся.